Турут и салон всем зрителям, всем слушателям. Надеюсь, у вас все хорошо. Варшава, Польша, 2 часа ночи. Что там, как вы там? Насчет Украины. Давайте будем говорить о России, не о Украине. Что делает в данный момент Россия? Вот. И Рамзан Ахмадович сказал, оказывается, я почитал где-то там Радио Свобода где-то, что кто поедет в Украину воевать, 300 тысяч отдает. 300 тысяч рублей. Ты иди воюй, 300 тысяч я тебе отдам. Хорошее предложение. Очень хороший. Я тут с товарищами поговорил. Если Рамзан Ахмадович сам идет, украинцы готовы платить 3 миллиона долларов. Они это. Украинцы говорят, что если Рамзан Ахмадович сам идет воевать, мы ему отдадим 3 миллиона долларов. Ну, чтобы он приехал воевать сам. Кто-то говорит об исламе, да, от имя Аллаху. Они не думают, что Рамазан убивают детей маленьких, пускают ракеты беспощадно. С таким темпом люди позорят, вот, уничтожали ислам, просто веру уничтожали. Никому уже не верит исламу и другой религии. Да почему? Потому что лидеры, которые происхождение из этого религия, они вот это поступают, вот это поступки, да? Я честно говорю, больше позор. Вот он бы не говорил бы от ислама и сделал бы, что хочет. Но вот теперь на весь мир опять, скажем, вот такой кирдык. Это действительно, с одной стороны, позорно. Если мы смотрим вот это вот промышленность в данный момент Чечения, ничего нету. Ничего нету. Никакой промышленности, никакой торговли, ничего нету. Вот Путин не дает этой бабушкам пенсию, а вот это вся пенсионный фонд отдает туда, и они просто кайфуют, походу, ходят. Я немножко поинтересовался просто, что там, какой там, что есть там можно, какой там заводы, фабрики, что производят они вообще-то, откуда они возьмут такие деньги, да, и обещают, кто поедет воевать, отдам 300 тысяч рублей. Ну, голодный там много, тут приходят они. Один Жавелина или Байрактара, и все, и нету.
Это 300 тысяч опять останется обратно в карман хозяина. Сейчас я услышал один запись, то, что солдат, говорит, обещали 300 тысяч, ну, отдали пока 100 тысяч, еще неизвестно, отдадут или не отдадут. И плюс зарплата должен был перечислиться. Зарплата 30 тысяч служащих российской армии, контрактник 30 тысяч зарплата. Ну как они живут-то за 30 тысяч в России? Как можно жить? Как можно содержать семью? Обычно ворует солярки, ворует там, ворует другой, ворует запчасти. Часть разворовали и продали вот этот контрактники. За это живут конкретно. Ну, Зеленский сегодня назвал это своими именами уже. Это своими именами назвал. До сих пор утверждают, что они спасают людей. До сих пор утверждают, спасают людей. Я не знаю, вот думаешь, в России живут одни зомби, которые ничего не понимают. Да? Один с друг другом, когда вот какой-то конфликт будет, давай, братан, надо тут порешать кое-какие проблемы. И приедут они, на такие машины приедут, пистолетами разбираться. На кого они приедут? На какой-то рабочего человека. У вас страна идет куда-то, да? За кораблем. А вы не можете закрыть рот вот этого 4 пропагандона? Вы не можете с ними разбираться? Пока вы, народ России, молчите, вашу страну и ваш имидж, ваше имя русского, да? Вот 4 пропагандона срали на все это. Срали, реально срали. Вот до сих пор люди не понимают России, да? Или понимают, просто не понимают. Они понимают, но не хотят понимать. Все время как будто Америка, Америка, Америка. Не Америка, весь мир уже положил на вас санкцию. Весь мир. Уже не Америка, весь мир. Значит, вы что-то неправильно делаете. Надо же очухаться. Надо же проснуться, в конце концов. А потом завтра будет уже поздно. После пожара, говорят, уже насос не надо. Все пепель. А уже Рамзана, уже, как-то говорят, уже... Я раньше немножко так какой-то час, ну, в год 2 раза, 3 раза, можно какой-то фильмик его выходил, я посмотрел, я болел за него, я сказал, вот мужик держит честь народа, да, вот спорт, продвигает спорт, а потом вот все поискал за него, да, вот честно, что там, это спорт, оказывается, вот не принимает мир никто, нигде их не принимают на турниру, где-то, да. За что? За ошибку, да, значит? Я думал, вот это вот. Один человек вот был на свете, немножко мы гордились за такого, оказывается, это тоже чисто нулевой. Только мы тебе найдем, давай координат, мои ребята приедут. Вот я вам одну скажу. Вот проститутка, да, проститутка на улице выходит, за деньги все делает.
все делает. Хорошо заплати, все делает для тебя. У всей ее точки есть своя ставка. Такой-то, такой-то сумма, такой-то, такой-то сумма, такой-то, такой-то сумма, целая ночь такой сумма. Те, кто за деньги делает такие вещи, неправильные вещи, то уже ничего не отличается от тот проститутка, который за деньги тоже на всю свою дирку принимают. Ничего не отличается уже. Почему? Потому что этот человек не ради страны, не ради народа, не ради что-то. Ради деньги делает это. Ради деньги убивает детей. Ради деньги убивает женщин. Вот эта проститутка не убивает, дает наслаждение за деньги. Это неправильный поступок. За все то, что делаешь, будет время ответа. Действительно будет время ответа. Россия, когда напал на Украину, да, Россия или другие генералы, остальные, они никогда не посчитали, что около 500 000 народа Чечения, которые до сих пор у них есть ичкерский паспорт, они находятся в Европе. Им будет шанс вот это лакомка будет, лакомка. Они идут туда и добьют свою. И они, которые 500 000, которые переехали сюда, наверное, больше по 500 000. Они тут еще там, как-то говорят, женились, у них дети уже растут тоже, да? Они воспитывали своих детей, кто они есть, за что они здесь. Они голодны были этому, они ждали этот момент. Сейчас знаете, как они идут туда? Вау! Стоит очередь, чтобы попасть в Украину. Стоит очередь. У меня тоже там братаны, пацаны, родные, братишки, знакомые. Тоже из этого пацана там много есть, достаточно. Очередь стоит, чтобы попасть туда, в Украину попасть. Они то, что начали в 95-96 году, сейчас они хотят это закончить. Они жаждают, чтобы закончить это, наконец-то получить свою страну независимую, которая была. Россия это не рассчитал, не думал. Можете просто на протяжении долгих лет Россия забыл, наверное, об этом. Никогда не рассчитал. Не был в расчете. Ну, думал, да, они в Европе, они живут, у них жизнь хорошо, там Европа лучше жизнь, чем Россия. У них все там свои, короче, уже бизнес и жизнь, да. Уже они забыли про Ичкерию, они забыли про свою родину, да. Они уже там считают Европу свою родину, уже они там уже старели, их дети растут. Нет. Они никогда не забыли. Один знакомый был здесь, у него паспорт ичкерский, паспорт. До сих пор он не менял свой паспорт. Вот теперь
как-то говорят, в 95-м году, 96-м году проснулся обратно. Понимаете? Вот и теперь это проснулся прямо в Украине, можно сказать. Как они сейчас хочет идти попасть туда, да, и закончить то, что был начат. Понимаете? Россия думала, что с Чеченией, с Ичкерией, республикой Ичкерия, государство Ичкерия, Россия думала, он закончил. Да, мы бомбардировали, там поставили свой человека, уже у нас все хорошо, люди танцуют там. Нет. Они не танцуют. Везде есть, кто за деньги продается. Ну, много народа, есть такие люди, которые ни на что не продаются. Ни на золото, ни на деньги, ни на миллион, ни на миллиард не продается. Это я видел сегодня. Именно вот это пацана. У них очень хороший шанс сейчас. Как раз именно с русским солдатом, который в 95-м, 96-м, 97-м, который они бомбардировали их отца, может быть, они тоже есть сейчас, которые генерали. Сейчас они очень хочется встретиться. Именно в поле. А это поле Путин сам организовал, отдавал. Вот, говорит, поле давайте, посмотрим. Сейчас уже там два сила. Два сила там. Сила Украины и сила Ичкерия. Попробуй, Россия. Попробуй. Они уже не остановятся там, где граница Украины и Россия. Они там не остановятся. Это такой шанс, который уже Россию признал весь мир террористической страной. С террористическими главами государства. Уже эта война не заканчивается на границе. Эта война дойдет до туда, где была начата. Не буду 100 раз сказать, в 96-м году, 95-м. Я говорю, где было начато, оно заканчивается там. Война, я первое свое видео сказал, в войне не бывает ничья. Война бывает победивший или проигравший. Когда война ничья, то оно когда-нибудь, через какое-то время опять начинается. Вот именно тогда была ничья. Просто территория была временно оккупирована. Сейчас посмотрим дальше. Я действительно восхищаюсь сейчас этими пацанами. Но я тоже иногда думал. Почему? Потому что уже наши пацаны, которые приехали сюда, уже поевропеяли немножко. Уже у них неохота, уже про родину забыли. Про это. Но я видел пацана, который родился здесь. Здесь он родился. Но он никогда не видел Чечению, где это находится, какое оно есть. Никогда он не видел. Но он воспитан так, любит
того, что он не видел. Я просто сижу иногда думаю, да, мы очень сильно любим Бога, да, Аллаха очень любим. Очень сильно любим пророка. Почему? Потому что мы же не видели его, но мы любим. Они точно так же любят и свою родину еще, которые они не были там ни разу, но они знают, где это находится. Но они не видели. Но они жаждут освободить свою территорию. Они в очередь стоят. Чтобы попасть туда, очередь стоит. Даже сейчас было бы разрешение, несовершеннолетних, что принимали бы там. Я даю гарантии. От 7-летний мальчик, который здесь родился он, но он знает, его отец и его дед боролся за свободу свою Ичкерию, страну. Сейчас он пошел бы туда. 7-летний мальчик, он пошел бы туда, воевал бы против русского. Потому что здесь они знают, кто такие русские. Русские, который их родина уничтожил, бомбардировал, убил женщин, детей, оккупировал его территорию, его страну. И зачем они здесь находятся, они четко и понимают. Вот 7-летний мальчик, он поехал бы туда воевать. Даже и женщины, и даже девушки поехали бы туда воевать против русских и дойти до конца, где была начата эта война. Давно даже была эта война начата. Вот это не рассчитали никогда. Вот думали, кто-то громко кричит, а он, оказывается, все умеет. А он не может 5 шагов выходить оттуда даже. Где он сидит, 5 шагов не может выходить оттуда. До того страха. А просто перед камерой кричат-то все умеет перед камерой кричать. Я же говорю же, вот это вот вся что есть, когда пустой, вот, закрыто, звук не очень, да? Давай откроем сейчас, попробуем, так. Смотрите, вот пустой, так, пустой. Звук дает громче. Любая вещь пустой дает звук громче. Так что кто орет, не верьте, что у кого голос такой громко, что он сильный. Нет. Сильный человек никогда не орет. Он Хабиб пример. Хабиб сильный, уверенный в себе, он никогда не орет. Спокойно разговаривает. Дело дойдет до туда, до рукопрокладства, да? Он знает свою работу, как закончит. Потому что он боец. Он уверен в себе. А зачем орать-то ему? А кто пустой голова, пустая сила, а тот будет орать. Пугает. Просто тебя пугает. С голосом. Так что запах победы идет. Запах. Слава Украина и героям слава. Живе Беларусь. Алдыға Казахстан, озоди ба Таджикистан. Надеемся, эта война не только война Украины. Рыба гнет с головой. Голова, вот это вся территория Азии, это Россия. Он не умеет контролировать. Любит он, чтобы была диктатура. Вот это вот вся. Люди нищеты, понимаешь? Вот я одну скажу. У нас были осел, эшак, да, говорит, осел. Всегда кормили этой, короче,
хороший камер корма, зерно, есть такой, битий зерно маленький, таким кормили. А это осел не давал кататься, сесть не давал. Вот это осел. Знаете, что делали? Для того, чтобы вот это осла в рабочем состоянии сделать, короче, сесть на него, кататься или таскать что-то, да, начали давать просто траву, короче, сухую траву. И все. Через месяц, а он понял, короче, говорят, у него сил не остался. Он согласился, короче, давайте, я согласен на работу. Сейчас Путин, Эмомали Рахмон и остальные диктаторы народы свои вот так держат, точно. Если народ сытый, народ то не дает ему, короче, вот это делать, то, что они делают. Когда народ голодный, согласен, короче, все, давай, дай хлеб и садись на меня на шею, да? Точно, вот эта ситуация есть. Я сейчас вспоминаю, а почему, когда мы на это осла дали зерно, камеркорма, ну, короче, покушал, а он не давал нам, короче, сесть кататься. Он кусал, пинал, короче, все, что он смог делать. Почему? Потому что он был сытым, он уверенным был в себе. А потом надо было его, короче, угомонить, закрыли и давали, короче, только сухой трава. Все. А через месяц он понял, короче, все. Он голодный, значит, он на все согласен. Вот народ, люди, оказывается, точно так же. Когда человек голодный, на все согласен. Когда человек сытый, нормально у него жизнь, уровень жизни нормально, он не будет согласен на много что. Ты что будешь на его сесть, короче, да, вот это. Поэтому Путин и Рахмонов и остальные диктаторы идут именно с этой позиции. Позиция, которая 30 лет, 33 года назад вот эту позицию демонстрировал мой дед, когда он был живой. А сейчас я вспоминаю, я говорю, да, когда народ голодный, нищий, все можно с ним сделать. И при этом это нищий будет радоваться. А когда народ сытый, вот как эшак, если сытый, он кушает все нормально, не дает на себе сесть. Понимаете? Так что много хочу сказать, но тоже спать хочу, короче говоря. Так что мы победим. Это наша война, действительно. Зеленский правильно сказал. Это война, тот, кто страдает от это Россия. Это их война, не только Украина. Но при этом Украина свое тело защищает остальных тоже. Это тот момент, время, который надо сломать это, да, и каждая страна получит свою действительную независимость. Действительные, которые независимы. Будут работать по договору, по соглашению. Они будут друг от друга зависеть. И выбирают свою президента, и свою проблему сами решают. Сейчас эта война тоже, наша война тоже. Мы должны быть там, воевать, сломать эту диктатуру и получить действительно независимость. А мы все время убегаем уже, поевропеились, походу. Реально мы уже еще немножечко уже мы полностью поевропеимся. И, короче, ну я думаю, я не поевропеюсь, потому что я никогда не забываю. Я многих видел уже, поевропеился немножко. Короче, дальше больше откроем гаражик, заезжаем. Всем салам алейкум. До победы.